Китайские власти сообщили, что в провинции Кашгар было выявлено 137 бессимптомных случаев коронавируса. В связи с этим жителей района обязали пройти общий тест на нуклеиновые кислоты. Согласно данным китайской прессы, все 137 инфицированных работали на одной из швейных фабрик. Чиновник из комиссии по здравоохранению уйгурского региона заявил, что родители 17-летней девочки, у которой в субботу обнаружили бессимптомный коронавирус, работают на этой фабрике. В воскресенье из 4 750 000 кашгарцев тестирование прошло 2 840 000 человек. Остальных жителей провинции обследуют во вторник. В последнее время сотни тысяч уйгуров, включая узников концентрационных лагерей, вынуждены работать на текстильных фабриках и заводах во внутренних провинциях Китая. – 24 октября в результате продолжительной болезни ушла из жизни одна из представителей уйгурских интеллектуалов США. Скоропостижная смерть 44-летней Аркинай Аблис повергла диаспору в шок. Начиная с прошлого года, доктор Аркинай Аблис, которая являлась сотрудником Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США, проходила интенсивный курс лечения от рака толстой кишки. При жизни доктор получила высокую оценку коллег за успехи в повышении эффективности лечения рака мозга. Исследования Аркинай Аблис были опубликованы в международных научных журналах. По случаю 75-летия ООН Всемирный уйгурский конгресс призвал организацию принять жесткие меры, чтобы положить конец геноциду уйгуров. Председатель Всемирного уйгурского конгресса напомнил, что 75 лет назад Организация Объединенных Наций обещала работать для обеспечения мира, безопасности и повышения уровня жизни по всему миру. Несмотря на эти обещания, Организация Объединенных Наций продолжает вести политику, которая нарушает ее основополагающие принципы. В частности, преступления против человечества и геноцид против уйгурского народа, совершаемый правительством Китая, становятся черным пятном для репутации ООН. По случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, Всемирный уйгурский конгресс призывает страны-участницы этого объединения серьезно заняться уйгурским кризисом и привлечь китайское правительство к ответственности за все преступления, говорится в заявлении Всемирного уйгурского конгресса. Трамп, который ранее обвинил Китай в распространении коронавируса, охватившего весь мир, снова обрушился на китайское правительство. Президент США, который с самого начала эпидемии использовал словосочетание «китайский вирус», на этот раз назвал его «китайской чумой». В ходе выступления на одном из митингов Трамп говорил об эпидемии коронавируса. «Китайская чума. Да, это именно так. Название говорит за себя. Меня просят не называть его китайским. Почему? Ведь вирус распространился именно оттуда. Они называют его коронавирусом. Но корона – это название одного из итальянских островов. Это не коронавирус, а китайская чума. США объявили, что Азербайджан и Армения достигли соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в 8 часов утра. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, в котором приводится текст совместного заявления США, Азербайджана и Армении. В заявлении отмечается, что помощник госсекретаря США Стивен Биган 24 октября встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе этой встречи стороны подтвердили приверженность своих государств соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованного в Москве 10 октября. В пятницу 23 октября госсекретарь США Майк Помпео провел отдельные встречи с Байрамовым и Мнацаканяном. По итогам переговоров глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Однако помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что сразу после заявления премьер-министра Армении о соблюдении гуманитарного режима подразделения военных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанских войск в направлении Лачинского района.